Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24, программа, старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня один из нас обращается к вопросам, скажем так, природных явлений. И сегодняшние наши гости – это заместитель директора Института межзлотоведения Александр Николаевич Федоров. Здравствуйте. Здравствуйте. И исполняющий обязанности начальника управления гидрологии. Отдела гидрологии, да, управления Гидрометслужбы. Гидрометслужбы по Якутии. Да. Это федеральное, практически федеральное подчинение института. Объективнее некуда. То есть люди не служат ни в каких республиканских структурах, просто имеют честь проживать. Давайте мы сравним вот эти вот последние явления, не только верхояне, да, я не имею в виду только верхояне. Многие наши коллеги, которые вот с нами в студии находятся, были на открытии спартакиады народов республики, да, в Барагонцах. И они много красочных вещей рассказали о том, каково было вот это явление. Вообще, что происходит с нашей природой? И есть ли какая-либо цикличность в этих явлениях? Ураган прошелся по Барагонцам на открытии. В чуть менее слабом виде он прошелся во второй раз во время игр. Лило над Майей, да? Якутск тоже, скажем так, ощутимо пролило в это же время. И все эти вещи люди трактуют совершенно по-иному. Давайте мы попробуем в ходе нашего сегодняшнего разговора посмотреть с точки зрения научной общественности, представителей которых сегодня у нас в гостях, на все вот эти явления. Что нужно улучшить, что нужно сделать, какие вещи нужно учитывать для того, чтобы научиться предсказывать. Но ведь все говорят, что природные явления абсолютно стопроцентно предсказать невозможно. Согласитесь с этим, да? Да. Давайте мы, Александр Николаевич, начнем все-таки с того, что вы же помните, наверное, все-таки порядок вашей работы, которое было не в нулевых годах, не в 90-х годах, а, скажем так, в 80-х, может быть, 70-х даже, да? В начале 80-х, наверное. Что изменилось в ходе системной работы науки за вот эти 40 лет? Ну вот как раз вот эти 40 лет, они как раз идут под эгидой глобального потепления климата. И то, что 40 лет назад было, и то, что сегодня мы имеем, да, это совершенно разные природные системы. Природно-климатические системы, будем говорить, сегодня. И, конечно же, если взять, если в городе Якутске 40 лет назад средняя годовая температура была около минус 10 градусов. Сегодня это минус 7 градусов. Повышение температуры, среднегодовой температуры около 3 градусов, даже больше. За 40 лет? Да. Это за год. За год. А если мы вернемся в 1980-е, 70-е годы, да, минус 7 температура – это температура прерывистой мерзлоты. Зоны прерывистой мерзлоты. Это Алекминск, Ленск, Алдан. И вот этот климат, он пришел сегодня в Якутск. А представляете, да, Алекминск, Ленск, Алдан, там не больше территории мерзлотой заняты не больше 25%. Вот этот климат, вот эта температура и климат, да, вот этот климат пришел сюда. И что у нас может быть? И что мы должны ждать? Мы должны ждать обязательно больших изменений. И вот такие изменения, они проходят по всему миру. И поэтому вот это в научной литературе очень часто пишут чрезвычайные ситуации, чрезвычайные вот эти процессы там, и так далее, катастрофические процессы, наводнения, там, смерчи там,
и так далее. Вот эти процессы, межлотные процессы в том числе, вот они происходят в настоящее время очень сильно. То, что вот планировать там, Предсказывать. как предсказывать, там, прогнозировать, как это происходит, там, это, конечно, очень сложно. Тем более катастрофические вещи. Хотя есть такие прогнозы в научной литературе, но я считаю, что вероятность вот этих прогнозов, она очень маленькая. Вот я бы так сказал. Достоверность. Достоверность этих прогнозов. Достоверность, да. Александр Николаевич, а в советское время вот те же районы, которые мы сейчас наблюдаем, Верхояне, оно разве не топило? Яна не выходила, разве северные реки вообще не проявляли свой норов? И в то время, когда, вот, как вы говорите, среднегодовая температура была гораздо ниже. Ну, тогда, будем говорить, там, наверное, такие катастрофические, наверное, вряд ли. Но хотя в 1984 году на Яне тоже наводнение было. В 86-м. В 84-м. А? В 86-м году. В 86-м, да. И вот такие наводнения были. Но вероятность вот этих катастрофических вот этих явлений, да, оно было меньше, потому что там был тогда стабильный климат. Это не период вот этих глобальных потеплений, да, было. И поэтому, наверное, можно считать, что там более-менее вот этот процессы были как-то могли прогнозироваться. А сегодня это практически невозможно. Николай, оперировали датой, которая, скажем так, не соответствует вашему достаточно молодому возрасту. Да, 86-й год, говорите, я тоже топила. Но, наверное, все-таки в учебниках, каких-то материалах и так далее, тем более на территории, которой вы работаете, все эти документы каким-либо образом отражены. Да? Вот, на ваш взгляд, как гидролога, в чем отличие от того наводнения и нынешнего, если можно вот так? Ну, как я уже упомянул, и вообще в дополнение к сказанному Александром Николаевичем, я добавлю, что в 1986 году топило, потом было в 2004 году, и, соответственно, как уже сказано было, с 80-х годов наблюдается изменение климата, и под этой эгидой сейчас уже все научный мир работает. Соответственно, это уже сейчас другие нормы и другой взгляд вообще. Но не стоит забывать о том, что было. То есть до этого было, и надо это всегда учитывать. И хочется добавить, что насчет предсказывания, прогнозов, это все Всемирная метеорологическая организация, все это, весь научный состав вообще во всем мире работает хорошо, и они усовершенствуются. Модели есть, модели работают, и то есть это оправдываемость повышается, можно сказать. Ну а так, если сравнить вот 86-й, 2004 год с нынешним, то, что вот было в Верхояне, точно могу сказать по сравнению с 2004 годом, там такая же аналогичная ситуация была. Если в этом году в Верхояне максимальный уровень достиг 10,91 сантиметров над нулем поста, то тогда было 11,09 сантиметров над нулем поста, то есть еще немножко было выше. Но для таких горных рек это дождевые паводки характерны. Смотрите, 2004 вы сказали, да. еще промежуточный было, да? Добавил. Нынче год 2022, да? 18 лет прошло. Разница между 2004 и 86 тоже 18 лет. Можно добавить... Есть ли какая-либо закономерность вообще в этом? Вот отличие паводка от половодья в том, что их периодичность вообще могут быть разные. То есть вот эти совпадения, они случайны, да? Можно так интерпретировать сказанное. Все зависит от осадков. Дождевые паводки в основном формируются от дождевых, от количества осадков, выпавших на водосборе на бассейне реки. Сколько выпало, столько и паводка стоит ожидать, и паводочной волны в общем.
еще раз говорю, мы же очень любим там предсказания Тускула, очень любим там говорить о каких-то климатических явлениях с точки зрения обывателя. Да? И ну, вот на эту периодичность 18 лет наверняка кто-то обратит внимание и скажет, вот следующее такое же катастрофическое явление будем ожидать, скажем так, в 2040 году. Да? Могут же так сказать. У нас же очень любят, скажем так, не будучи специалистами, влезать в сферу, скажем так, высокой науки. У нас, еще раз, есть вот прогнозы, которые, как вы говорите, дает управление гидрометслужбы, да? И мы привыкли получать там Якут столько-то, Хандага столько-то и, там, и так далее, и так далее. Относимся к этому как к обычному бытовому явлению. Но есть же еще прогнозы научные, да? То есть данные, которые между собой оперируют, которые научные институты. Вот в этом отношении, что надо было бы улучшить, Александр Николаевич, ну, как один из руководителей ведущего научного учреждения? Так, ну, я скажу сразу, что тут оперируется два понятия. Это климат, это многолетние изменения. Вот этот, насколько там десятилетиями, столетиями там, и так далее, как меняется, в каком направлении идет. Эволюция вообще как идет, динамика. Вот в этом направлении вот эти прогнозы, они оправдываются. И наука обычно работает вот в этом направлении. Потому что по климату. А то, что по метеорологии, вот конкретно, вот завтра, послезавтра, какая погода будет, через 10 дней там, и так далее, это очень, ну, это везде пишут, это любой человек может прочитать, метеорологические прогнозы. Чем дальше идут, там, вот, там, например, вот мы говорим, вот такой же процесс, вот этот может быть через там, год там, и так далее, да, они вообще не оправдываются. Вот метеорологические прогнозы оправдываются, когда вот очень короткое время. Вот 1, 2, 3 дня. Да? И поэтому вот тут надо сразу разделить климатические явления и прогнозы, да, и метеорологические явления и прогнозы. И люди это должны понимать. И не надо вот это сравнивать. Наука в основном, ну, мы, например, работаем там по эволюции. Вот это наша природа, да, как эволюционирует. Вот это через 50 лет, через 100 лет. Как это будет. Вот в этом направлении мы работаем, наука работает. Но, конечно же, вот гидрометцентры там и так далее, Росгидромет, они вот действительно работают, вот там прогноз. Мы же каждый день получаем. И на сайтах получаем, это завтра что будет, послезавтра что будет, через 3 дня, через 10 дней что будет и так далее. Вот это мы понимаем, и это надо разделить. Тут науку там смешивать, там, ну, вот эти разные две вещи, метео и климат, да, это нельзя. Это ни в коем случае нельзя. Можно дополнить? Да, конечно. Вот сказанному научному прогнозу, как вероятностные прогнозы, они в основном основываются как раз-таки на наблюдении и на мониторинге. То есть вот сидят научные ученые, они анализируют и создают методические указания, руководящие документы, они основываются в основном на наблюдении. То, что вот сейчас эти наблюдения на реке, там, по погоде, там, на метеостанции, гидрологические посты, вот эти данные как раз-таки есть основа базы для составления какого-то анализа, вообще какое-то выявление тенденций и так далее. Так что должна быть расширена наблюдательская сеть в этом плане. И они не только вот базируются на мониторинговых наблюдениях, но есть методическая база. Вот эта методическая база. И, конечно же, все это определяет вот этот прогноз. Но для обывателя, смотрите, 21 век, да, 22 год.
Космические просторы бороздят множество спутников и так далее, которые дают кучу данных. Разве вот эту огромную массу влаги, которая накопилась над Яной, невозможно было увидеть и сказать: о, товарищи муниципалы, примите срочные меры, там, спасайте скот и прочее, на нас надвигается вот такая вот большая капля, скажем так. Почему? Видно было, И предупреждения были. соответственно, да. Какого плана? Вот, Там потом, Николай, давайте. Дмитрий, понимаете, схема действия есть. Увидели, предупредили, довели, а там уже по схеме доведения доведено до главы района. Соответственно, он уже должен довести до населения. Мгм. Мы же не можем обзванивать каждую главу поселка и предупреждать. Мгм. То есть это есть четкая схема действия, кто что за что отвечает. И схема получения информации, да, определенная. То есть есть определенный сайт, на котором ежедневно выкладывается определенный. Не то, что сайт, и единые диспетчерские службы есть. Мгм. То есть Вот телексы до них какие-то доходит, да, даже, да? Мгм. оповещение, не то, что предупреждение идет. Конкретно по Верхояне, вот это вот гигантское облако, которое пролилось над Яной, оно, еще раз говорю, конкретно по Яне было доведено до, скажем так, всех заинтересованных лиц. Да. То есть говорить о том, что научные представители науки, Росгидромета и так далее просахатели попросту вот это вот облако, об этом речи не идет. Нет, нет. Даже могу добавить, что о том, что будет превышена опасная отметка верхоянская, там мы за 2 суток дали предупреждение. За 2 суток. Да. Мгм. Ну, достаточно, скажем так, с учетом Ну, вы скорости. понимаете, как я уже сказал, что вот эти серии циклонов, которые вышли с запада и с юга, с Монголии, они все, 3 циклона как раз-таки и прошлись над верховьями Яны. Мгм. И они сказались, но это все было видно, и, соответственно, все были предупреждены. Мгм. Как гидрологу, да, Николай, поскольку вы в активной серии, наша группа работала в Верхояне, буквально вот вернулась оттуда, да, и передают слова местных. Местные говорят, ну, ладно, там подтапливала одну речку, вторую речку, третью, четвертую, пятую, да, но чтобы одновременно все 5, они вышли из берегов, вот, ну, такого явления, говорят, ну, просто старожилы Яны не помнят. Ну, местные могут, затрудняясь, конечно, их как-то дать на этот счет комментарий, но скажу, что выпадение интенсивных осадков, соответственно, и вызывает сильные резкие подъемы. А он и есть дождевой паводок. Мгм. Он отличается этим. Александр Николаевич же приводил цифры в 10 раз превышающие, скажем так, норму. 17 раз. 17 раз. Ну, я скажу свое мнение, я не Росгидромета, это свое мнение я скажу. Тут прогноз прогноза рознь. Конечно, гидромет может дать прогноз, вот в этом случае, да, вот это в Верхоянском случае, они могли дать прогноз только по 2 метеостанциям. Мгм. Это значит Себен-Кöln и Иема. Это по мегасклону Верхоянских гор, обращенных к северу и насыщающих вот эти верховья реки Яна. Конечно же, если вот по одному там, ну, основной, наверное, вот этот Себен-Кöln, по Себен-Кöln. И они же не могут же вот этот вот прогнозного вот этого алгоритма у них не было на все вот это, на всю площадь водостока. Территория огромная. Территория огромная, 1 метеостанция. И какой вы прогноз можете дать? Вы можете сказать только, вот осторожно, может быть, и все. А где по всем вот этим притокам, все эти притоки, весь мегасклон Верхоянских гор стал работать на пропуск воды, ну, об этом-то у них и алгоритма не было, методики не было, наверное, скорее всего. Вот почему проблема-то. Вот, поэтому я считаю, вот такие-то методики-то должны быть. Они должны были просмотреть все это. Но такого-то нет уже.
Я нигде не читал, что, например, там по мегасклону Верхоянских гор, да, вот предупреждение такое. Вот. И поэтому вот научное, вот этот, я считаю, что вот этот научные работы, я не говорю, что Росгидромет не работает там и так далее. Росгидромет, они работают, пытаются работать. Ограниченные условия. Да? Да, условия ограничены там и так далее, но им-то надо помогать. Им-то надо помогать. Не одна-две станции должны быть на большом, на 1000 километров, на мегасклоне, там должны быть 20-30 станций. Вот тогда работа будет, вот ихнюю работу можно вот этот, действительно, они могут что-то дать. А так, что, по одной станции, по двум станциям, это очень сложно. И потом я говорю, вот не зря я вот про научную вот эту работу, да, вот научный анализ же должен быть. А в Якутии нету климатологов, которые научный анализ делают. Мы ждем, когда из Москвы отправят. Вот понимаете, да, своих кадров нету. Университет есть, но университет, работает там, пытается работать свою силу, но они же должны давать вот эти работы, какие варианты могут быть. Вот при таких дождях там такой силы или менее большой воды там и так далее. Вот они же должны, вот эта научная работа должна быть. А такой научной работы в Якутии нету. Мы изучаем только тренды температуры, многогодовые, годовые эти тренды. Осадки тоже. Но мы же не анализируем вот это. Вот этого анализа нету в Якутии. И, конечно, пока этого анализа не будет, и таких методик, расчетов, да, и любое время мы опять же врасплох примем вот эту стихию. А как усилить вот эту работу, аналитическую именно? Аналитически. Ваше видение тоже как... В первую очередь, помочь надо гидромету. Гидромету, чтобы была не одна-две станции на 1000 километров, а чтобы действительно вот этот мониторинговых точек было больше. Во-вторых, нужны научные кадры. Мы же изучаем, отправляем же вот это, Якутия же отправляет каждый год в центр, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, отправляет же учиться. Но сколько климатологов отправили? Нету. Вот в Якутии, я считаю, я знаю, да, есть 2 климатолога. Одна уехала сейчас в Японию. 1 климатолог у нас остался. Юрий Борисович. Да. И все. А должны быть, чтобы мы вот встречали такие стихии, да, вот это более нормальном вооружении, да, должны быть много климатологов, гидрологов должно быть, которые занимаются аналитикой, научной аналитикой, научным прогнозированием. А этого же нету. Ни одной статьи по Якутии нету. У нас же очень такое отношение еще, там наука занимается своими непонятными вещами, да, которые на уровень зарплаты не влияет. Раз, на общий, скажем так, ВВП региона не влияет. 2 и так далее, и так далее. Поэтому некая отстраненность, конечно, есть. То есть, прежде всего, у нас эффективный регион же это экономические какие-то показатели, да? Но вот любой экономический показатель может быть аннулирован, скажем так, негативным влиянием природных явлений. Да. То есть вот эти вещи нужно закладывать уже в экономику, я считаю. Да? То есть экономика региона, она должна еще и содержать некий запас мощности на предмет того, какой урон может быть нанесен общим цифрам при, скажем так, подведении годовых итогов. Я считаю, вот здесь прямой
ну, то, что я сказал по кадрам, да, прямое вот это влияние департамента по расстановке кадров. Да. У нас нету ни гидрологов, научных гидрологов, и это климатологов. Ну, я не говорю, это утрирую, это нет. Мало. Не Мало. хватает. Не хватает. Территория-то огромная. Да. Территория огромная. И тем более глобальное потепление, оно не первый год идет. И при этом глобальном потеплении вот эти специалисты в Якутии, они в первую очередь нужны, а не строители вот этих космических кораблей. Вот эти люди нужны, гидрологи конкретно, и климатологи. И не только, ну вот у них же тоже людей не хватает же. Просто измерять не хватает. А надо не только измерять, а думать, анализировать, прогнозировать. Вот это надо. Это надо было сделать, когда потепление началось, вот это в 1970-80 году. Тогда надо было начать. Вот тогда мы в каком-то вооружении, какое-то у нас вот это было, вооружение было бы встречать вот такие вот эти стихии. Патрончики были бы, скажем так, за Да. Помните, вот 2006 год, 2007 год, вот Салазеи. Мы же тоже там. У нас с бухта-барахта, бах, вот это затопление вот этих алазейских поселков, да, полное затопление, да. И мы же вообще не вооружены были. Даже не думали, что так будет. Сегодня опять то же самое. Николай, еще раз, не навскидку, а один из вопросов, который вот задают тоже люди. Да? Не влияет ли деятельность крупных предприятий по добыче в основном, да, которые создают гидротехнические сооружения, ну, в местах своей деятельности, да? Не влияет ли их деятельность напрямую на какие-то гидрологические вещи, то есть на изменение русел и прочее? Изначально, ну, вообще любой громадный проект, возведение там то мостов, то каких-то электростанций, все равно это вмешательство в природу, в климат. Соответственно, он уже изначально несет какой-то урон. Но всегда при строительстве проектировщики пытаются учитывать воздействие на экологию, на окружающую среду, учитывать это. И, соответственно, если в частности строительство мостов, там, да, русловые изменения, конечно, будут. Это приводит. Я не имею в виду мостостроительство, я имею в виду, еще раз, хвостохранилище, к примеру, добывающей компании. Да? Заложено было средств на возведение определенной дамбы на определенном участке 5 миллионов, к примеру, да? Потратили 3. Ну, соответственно, качество дамбы пострадало. Да? То есть у нас, еще раз, все процессы это взаимосвязаны. Вот Александр Николаевич говорит о строителях космических кораблей, но строители дамб и гидротехнических сооружений-то они вот бок о бок с нами работают в промышленных компаниях, да? Зачастую местные ребята. Да, они должны проводить изыскательские работы на месте вообще, на водном объекте, полностью провести изыскательскую работу, прежде чем что-либо там возводить. Вот в этом плане. А так, конечно, да, там воздействие. Это надо проанализировать спустя какое-то время. То есть это тоже должно быть, что было и что будет, учитывая все это. Николай, у нас ситуация с Якутском тоже, скажем так, немножко поднимается уровень. Да? Прогноз ближайший. Вернее, людей, скажем так, волнует такой, затопит 203 или нет? Нет. Достижение опасных отметок у города Якутска в связи с прохождением волны дождевого паводка не ожидается. Просто будет отмечаться выход воды на пойму незначительно. И уже в ближайшие дни с понедельника достигнет пика максимума, и уже потом будет наблюдаться постепенный спад уровня воды. Это прогноз на ближайшее время?
То есть 203 не затопит. Товарищи, которые проживают в 203-м, будьте спокойны. И те люди, которые приезжают смотреть, как затопит 203-й, у нас явление такое. Люди как бы страдают, там, туда-сё. Вот им будет сейчас плохо, да? А вот давайте мы приедем, посмотрим, пофотографируем, поснимаем видосики, которые потом будем выкладывать куда-нибудь на телеграм-каналы и так далее. Явление такое, нормальное такое. Взаимовыручка. Что говорить-то уж, скажем так, о явлениях, когда... Я не говорю, что народ полностью злорадствует. Идет сбор средств пострадавшим улусам, да? Идет колоссальная работа по этому. Но вспомним хотя бы по отношению к гражданину Тускулу отношения. Да? То есть есть на основе увлечения своего, ну, какие-то природные явления записывать и так далее, да, Тарас Лукич. Как мы к нему относимся? Человек пытается внести свою какую-то лепту в дело прогнозов, которые в любом случае это вещь очень неблагодарная. Никита Тананаев, один из гидрологов, он просто отказался прокомментировать явления, которые связаны с работой зондировщиков. Это самый глобальный вопрос сегодняшней нашей программы. Влияет ли работа самолетов-зондировщиков на вот эти вот наводнения? Нету данных, ну согласитесь, Никита просто отказался. А у меня нет ни маршрутов, ни это самое, ничего не такого. Может быть, да, может быть, нет. Я не могу сказать. Да, это Никита прав, потому что без маршрутов, без объема работы и так далее, это практически нельзя говорить об этом влиянии. И просто этот вопрос вот остается таким нераскрытым, там и кто-то когда-то раскроет, там и так далее, это неизвестно. Но по своим, я не думаю, что ну, такие вот эти, столько воды там, но может принести вот эти самолеты, там, вот эти работы там и так далее. Я сомневаюсь, там вряд ли, наверное. Ну, хотя вообще я не знаком вот это с работой вот этот зондировщиков. Вряд ли. Это масштабы очень большие. Это только природа может быть, наверное. Это чисто мое мнение. Хотя я хочу быть согласным с Никитой Ивановичем, но масштабы очень большие. Ага. Ну, вопрос-то звучит таким образом. Вот у нас есть год, который перенасыщенный влагой в атмосфере, да? И можно было типа не летать, чтобы вот этот... Могло ли просто работа зондировщиков на каких-то других участках? Мы же говорим сейчас о бассейне Вилюя, Усьмае, возможно, и так далее, да? И спровоцировать просто. То есть вот эта влага, огромная масса влаги, которая накопилась на Дьяне, она в любом случае должна была пролиться. Да. В любом случае. Да. Работал ли зондировщик где-нибудь за 300-400 километров или не работал? Да. Я, по-моему, ставлю такую жирную точку в одном из самых наболевших вопросов. Говорят, дороги размывает, виноват зондировщик. А мы вспомним, давайте еще раз, прошлогодние пожары. Да? В Верхояне горело как, и не только прошлый год. 2 года подряд в Верхояне горело. Какие-то негативные явления в природной системе же, они, вот эти пожары, которые бушевали там, они явно внеслись? Они явно есть, и мы изучаем это, работаем напрямую, прямо на Яне. И перед тем, как я прийти сюда, я посмотрел вот эту зону, вот этот мегасклона, вот Верхоянского, да, и сколько там сгорело. А там сгоревших лесов там мизерные количество, мизерные площади. В основном горело около поселений. Батагай, Верхоянск там, и так далее. Вот поселение Бетенкёс. Вот эти участки горят. А то, что мегасклон вот этот Верхоянских гор, хребта, да, Верхоянского, там практически это очень мало. И поэтому, я думаю, вот многие считают, что, ну да, вот эти, кто-то сравнивает, наверное, да, пожары они могли вот так сделать, да,
такие проблемы создать, наводнений там и так далее, да. Но я считаю, что нельзя, наверное, просто так сказать там по верхоянию. Там действительно это другое, наверное, потому что мегасклон, он естественный. Практически сохраненный, да? Да, сохраненный. За прошлогодний пожар. Ну, еще раз, остается просто, ну, как сказать, посыпать голову пеплом от пожаров, умыться водой из этого. Что предпринимать-то, чтобы вот в дальнейшем избегать таких... Нет, где гарантия того, что не повторится это через год, через два, если вы говорите, что 18 лет это абсолютно не период? Ну, я считаю, что это... Сдвигать все, поселки сдвигать? Или как? Нет, Нет, ну, не обязательно. Там же есть технические моменты, там, ну, вот это дамбы, построение дамб, там, ну, город Якутск защищает. Ленс защитили. Ну, что, Бетенкёс не могут защитить? Пусть защищают. И, конечно, это возможно. Это никто не говорит, что нет каких-то вот технических путей. Это, конечно, можно. И я думаю, это тут проблем, наверное, по технической части, да, по технической части. Это, если деньги есть, никаких проблем, наверное, нету. Дело финансирования. Угу. Николай хотел дополнить, да? да, уже сказано было, так что нет, наверное. Добавлю. Просто добавлю, что паводки для верховьих рек Янус, Дулгалах, Сартанка, Адыча, им это характерно. Для горных рек дождевые паводки характерны. Это характерное явление, которое в силу определенных обстоятельств приняло феноменальный, скажем, как называют, характер. Да? У них бассейн этих рек, питание бассейна рек, у них смешанные, но преобладает дожди, то есть дождевое питание. У них максимальный уровень приходится вот как раз за счет прохождения дождевых паводков. Оставим, скажем так, горные реки в покое, еще раз говорю. Даже я, будучи, скажем так, дилетантом в какой-то той же гидрологии и так далее, просто, многие ответы для себя уже получил. Я надеюсь, и наши зрители тоже получили. Николай Иванович, вопрос такого плана. Вот вы дали предостережение, дали прогноз и так далее. В силах ли нормально... Я их не видел просто, да? Кроме тех сводок, которые мы на сайте получаем, я не вижу. В силах ли нормальному человеку уровня, скажем так, сельского муниципалитета нормально интерпретировать вот те данные, которые вы оперируете как предупреждение, предупреждение и так далее? Да, вот формулировка их какая бывает? Пример. Наше предупреждение такое в данном случае бывает, в таких случаях, когда намечается неблагоприятное явление, мы отсылаем телеграмму по схеме. И там написано, что такого-то числа на таком-то водном объекте уровень воды такой-то. В ближайшие, и, соответственно, дополняем, что ожидается в ближайшие сутки. Чтобы уже люди поняли, что вот... И добавляем там отметка выхода воды на пойму. То есть уже люди понимали, что если там сенокосное угодье, чтобы уже не выходили на пойму, на сенокос, чтобы обезопасили. То есть наши телеграммы довольно просты и читабельны, и очень легко воспринять. Нормальный человек их нормально воспримет, да. Нормально интерпретирует. Да. Конкретно по наводнению на Яне. Конкретно я увидел, наверное, скорее всего, нет оперативности работы. Но вот, например, Себянкөле на Верховьях, да, на Себянкөле, они увидели за один день 80 миллиметров осадков. 80 миллиметров падает, да, и почему ниже, по Долголаху, да, почему не было почему Сордах людей врасплох застали? Что, неужели рации нету в этом Себянкөле или телефона нету? Что, МЧС, республиканский, да? МЧС республиканский, что, нельзя звонить, что ли?
так нельзя. Такие вещи надо вообще оперативно работать. Оперативности нету. Если была бы оперативность, вот этот людей-то, ну, люди, ну, там, ну, слава богу, никто не погиб, по-моему. И, ну, вещи, ценные вещи там и так далее, ну, убрали бы. Вот этот. Не подтопило бы это. Ну, дома Ну, предприняли бы какие-либо да, вот, меры. И поэтому вот оперативность нужна. Оперативности нету. Тут надо добавить, что есть такая черта, что у дождевых паводков скорость, кратковременность и резкие подъемы. Вот вы должны были, я еще раз говорю, да, вот плохо, что у вас две метеостанции. У вас должно быть много. В советское время, еще раз, я очень люблю апеллировать, в советское время было понемножко по-другому. Может быть, там и было, потому что там и летает и стратегическая авиация, и другие, скажем так, народно-хозяйственные меры принимаются. Да? Там система вот работы, ну, действительно, вот это какая-то вот эта, ну, ситуация такая, да, чрезвычайная ситуация. Ну, сообщи ты. Мы же говорим, когда кому-то тебе плохо там и так далее, рядом, да, но людям же сообщаем. Вот плохо, посмотрите там и так далее. Ну, а почему этого нету-то сегодня? На самом деле, вот это наша площадка, это такая некая телевизионная курилка, да, в которую я пригласил и представителей научной Некурящих, да. научной общественности, да, некурящих, и тех институтов, которые, ну, оповещают, предсказывают определенные какие-то на коротком плече неблагоприятные вещи, явления природы. Да? На самом деле здесь мы решения не принимаем. Просто если кому-нибудь из наших зрителей мы донесли вещь о том, что это, во-первых, природу не обмануть. И мощь природы такова, что мы же все песчинки буквально в этом мире, и наше существование просто в рамках природы – это некий атом, даже субатом какой-нибудь. Да? Во-вторых, как мы говорим, определенной периодичности и всего вот этого, то есть 18 лет прошло, допустим, с наводнения 2004 года, здесь нету. На самом деле очень большая благодарность всем тем службам, которые предприняли все возможное для того, чтобы не было человеческих жертв. Мы здесь не принимаем решений, но уровень мониторинга, уровень системной работы, уровень подготовки кадров нужно будет учитывать и в дальнейшем предпринимать определенные шаги по выравниванию вот этой ситуации, чтобы не настигали наши села врасплох, не было там каких-то катастрофических явлений для народного хозяйства, не было предпринимаемых усилия, опять же, огромного масштаба для того, чтобы помочь всем этим людям, попавшим в беду. Поэтому здесь или вложение здесь и сейчас в подготовку кадров, гидротехнические сооружения, или потом расходы в достаточно большем масштабе уже перед случившимся фактом. Просто природу, еще раз говорю, не обмануть, тем более прогнозы давать определенного плана о том, что вот буквально завтра в 18 часов прольется столько-то количество осадков, и весь вот это поселение смоет, достаточно тяжело. Поэтому думающий да узрит, умеющий анализировать да проанализирует. Эта программа «Один из нас». Увидимся ровно через неделю. Спасибо.